بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжим, иншаллах, нашу вчерашнюю лекцию о партнерствах, именно о бизнес-партнерстве в исламе. Мы вчера упомянули, что, в принципе, партнерство может быть и не только в бизнесе, и это будет являться совладением. Да? И говорили, что это может быть как получение наследства, когда человек без выбора происходит, или вместе покупают что-то, приобретают, но у них нет цели заработать деньги. И это как бы тоже партнерство, это тоже совладение, да, участие двоих или более лиц в владении каким-либо имуществом. Но мы сказали, что наша речь не об этом, а речь именно о бизнес-партнерствах. И упомянули, что бизнес-партнерства, которые упомянуты в книгах по фикху, бывают 4 видов. Самое первое – это мудараба, или доверительное управление, когда, с одной стороны, выступает собственник денег, инвестор, а с другой стороны доверительный управляющий, мудариб. И он принимает эти деньги, и по результату действий прибыль делится в тех пропорциях, в которых они договорились. Весь убыток же лежит на инвесторе. Это если убыток произошел, это как предпринимательский риск. Если убыток не произошел по вине управляющего. И это это отдельная тема. Второй вид партнерства, мы говорили, это партнерство, трудовое партнерство, когда двое или больше людей принимают на себя обязательства по работе и выполняют эту работу, и при этом прибыль они делят так, как договариваются, а убытки на них ложатся пропорционально тем объемам работы, которые они на себя взяли между собой, о чем они договорились. Когда один говорит, я возьму треть, другой говорит, я возьму 2/3, или один говорит, я возьму 40%, другой говорит, я 60% на себя беру от работы. И в соответствии с этим убытки на них ложатся, если произойдут убытки. И мы про убытки говорили, что и в трудовом партнерстве возможны убытки. Затем мы сейчас переходим, иншаллах, к партнерству, которое мы тоже упоминали, это партнерство, долговое партнерство, когда двое или более лиц на основании того, что у них есть какой-то имидж, какое-то имя, какой-то авторитет какой-либо, среди людей, им люди доверяют, и какой-либо поставщик или кто-то там им дает какой-то товар в долг, и этот товар они реализуют, получают прибыль, делят прибыль между собой, как договариваются, а поставщику, естественно, оплачивают позже, после того, как закрывают поставщику долг, прибыль они делят между собой. Это третий вид партнерства, долговое партнерство. И насчет него тоже речь, она в принципе лежит в тех же рамках, о которых мы говорили вчера, и в трудовом партнерстве. В долговом партнерстве люди могут использовать кто-то, или авторитет одного, не обязательно авторитет обеих участников. Иногда говорят, а как, если мне никто не доверяет, но я умею продавать, а мой друг ему доверяет, как мы тогда должны это работать? Вы тогда можете взять, вы заключаете договор партнерства, но вы говорите, между собой договариваетесь, вы говорите, если произойдет убыток, то мы этот убыток делим в тех пропорциях, в которых договариваемся. То есть мы делим обязательства. То есть у меня товарищ, который говорит, Булат, я тебе доверяю, хорошо, я тебя давно знаю, давай я тебе отгружу товары, предположим, те же самые финики, или отгружу тебе яблоки, с Кабардино-Балкарии. Он говорит, я тебе отгружу яблоки, я знаю тебя, отгружу, стоимость яблок определена, я тебе отгружу одну фуру по 50 рублей за килограмм, 20 тонн, вот как раз 1 миллион у тебя получается. Стоимость товара определена. Отдашь, как ты вообще планируешь? Я говорю, давай в течение месяца, я знаю, что на оптовом рынке у меня здесь друзья есть, я с друзьями и моего партнера, а мой партнер, он вообще торгует на оптовом рынке, предположим, И я с ним
советуюсь, он говорит, обычно мы такое там, за 2 недели раскидываем. Я говорю, хорошо, мы берем как бы с запасом месяц, и эти яблоки человек отправляет. Но я человека предупреждаю, я говорю, слушай, у меня партнерство, у меня есть такой-то человек, мы вдвоем, или троем, или 5, мы партнеры, мы запартнерились, и мы будем вместе реализовывать этот товар, да? Или там за реализацию отвечать будет он, я отвечаю за то, что я нахожу поставщика, который мне доверяет. Теперь прибыль мы, исходя из того, что договорились, например, договорились 50 на 50, или я говорю, слушай, товар же мне доверяют, давай, мне 60% будет от прибыли, а тебе будет 40%. Он говорит, ладно, я согласен с этим. Но вот убытки мы должны сразу уже заранее договориться. Просто, чтобы не получилось, что эти яблоки привезли, их не купили, они испортились, да, часть отдали быстренько по дешевке, да, там, по 40 рублей, и в итоге осталось у нас на руках 600 тысяч. И он говорит, я же думал, что раз тебе доверяют, ты убытки на себя берешь. Нет, так не должно быть. Изначально мы должны договориться о том, в каких пропорциях мы убытки на себя берем. То есть не в каких пропорциях убытки непосредственно, а в каких пропорциях мы обязательства перед этим поставщиком берем. Этот человек говорит, Булат, я в принципе знаю, сколько я зарабатываю за год. Я зарабатываю за год от того, что, кроме моей семьи, я еще 300 тысяч могу оставить, как заработать. И я понимаю, что в случае форс-мажора я 300 тысяч смогу в течение года отдать. Я говорю, тогда это 300 тысяч, это из миллиона 30%. Хорошо, тогда ты обязательно берешь 30% на себя, 70% обязательства беру я на себя. То есть, по факту, перед этим человеком образовавшийся долг в 1 миллион рублей изначально, мы в этих пропорциях и разделили. Он должен 300 тысяч, я должен 700 тысяч. И если мы товар привезли, продали вначале половину машины продали, там начали продавать по 70 рублей. Полмашины по 70 рублей, это 700 тысяч, правильно, 10 тонн? А он говорит, слушай, у нас же 10 тонн продали мы, значит, у нас 200 тысяч прибыль, правильно? Давай поделим. Я говорю, нет, еще не делим, еще рановато делить. Почему? Потому что у нас обязательства в 1 миллион. И вот здесь уместно напоминание вчерашних правил. Да? Первое правило отношения прибыли. Прибыль – это то, что остается после возврата капитала. Да? То, что остается после возврата капитала. Говоря современным бухгалтерским языком или экономическим языком, это доходы минус расходы. Да? Но обязательно доходы минус расходы не упоминается капитал. А мы обязательно должны упомянуть капитал, потому что с точки зрения шариата прибыль – это доходы минус расходы, если остается капитал. И из капитала мы вычитаем, то есть со всех доходов вычитаем и расходы, и тело капитала, так скажем. То есть получается, если мы продали 10 тонн, и у нас 700 тысяч сейчас на руках, мы между собой не можем делить еще прибыль. Условно мы можем договориться, сказать, ладно, давай на тебе 100 тысяч, я 100 тысяч тоже беру по своим, 500 тысяч пока отправляем, потому что мы же вторую часть еще должны продать. И у нас месяц есть времени. Мы в договор укладываемся, если мы через неделю уже на 700 тысяч продали. Условно это возможно. Это возможно. Это не будет нарушением. Да? Это не будет нарушением условий с поставщиком. Это не будет нарушением. Но если оставшиеся 10 тонн мы не сможем продать, и они испортятся, то вот эти 200 тысяч мы должны изначально вернуть, потому что 200 тысяч, которые мы взяли и распределили между собой, это еще не прибыль была, и у нас убыток 300 тысяч. И вот эти 300 тысяч мы и делим между собой 70 на 30, как мы договорились. То есть он 90 тысяч платит, я 210 тысяч поставщику отправляем денег. Да, из того, что образовался убыток, не дай Аллах. Вот в таких пропорциях, да. И вот здесь я еще раз вам хочу напомнить вчерашние правила. Первое правило, да, это что мы подразумеваем под прибылью. Прибыль – это после того, как вернулся капитал,
та надбавка, которая остается. Это вот доходы минус капитал и минус расходы. Да, минус капитал и минус расходы. И вот все, что осталось, это является прибылью. И чтобы получать прибыль, должно быть как бы соблюдено одно из 3 условий, мы тоже сказали. Это первое. Это что? Кто помнит? Имущественное владение, имущественная работа. Второе, ответственность, то есть гарантии капитала. И третье – это работа. Вот одно из 3 должно быть. Или все вместе они могут быть. То есть это о прибыли. Также напомню вам, что партнерство, мы говорили, что это партнерство, его можно в любой момент расторгать с точки зрения шариата, если только это не придет к убыткам. И вот опять же, это правило я здесь хочу применить. Мы привезли яблоки, продавать должен был мой партнер на оптовом рынке. Я попросил, чтобы фура заехала туда, и он мне говорит, я не хочу с тобой работать. Такое возможно? Теоретически это возможно. С точки зрения шариата, в данной ситуации это будет неправильно, потому что мы уже начали действия. Мы уже взяли между собой, мы взяли обязательства на себя. Мы взяли обязательства. И здесь он уже расторгать этот договор не может, пока эти обязательства не закончатся. Потому что если мы привезли, мы же, заключив договор партнерства, заказали у поставщика яблоки. Он их отправил. Они сюда шли 2 дня или 3 дня. Вот как он их отправил, поверив на мое слово, а я начал действовать, основываясь на договоре нашего партнерства. Вот обязательство по яблокам стало между нами, между мной и ним. Разделилось. 30/70, как мы договорились в договоре. И теперь просто оставить уйти, с точки зрения шариата, будет неправильно. Потому что этим он мне нанесет, может нанести вред. Конечно, если у меня есть другие ребята, которые говорят, Булат, если что, мы сами все это можем сделать. И он приходит и говорит, я хочу расторгнуть договор. Тогда, если я соглашаюсь с этим, я говорю, хорошо, без проблем. Тогда ты на эту машину и прибыль с этой машины не претендуешь. И я договариваюсь, им как бы расторгаем, все, он уходит. И я с кем-то другим договариваюсь, я говорю, давай тогда обязательства это делим. Хорошо, мы также можем продолжить в тех же пропорциях. Просто я почему этот момент упоминаю, потому что бывают случаи, приходят после того, как это произошло, после того, как одна сторона ушла, уехала, расторгнул договор, перестала работать. Не работать, а изначально вообще это расторгло договор. А потом, когда все продали хорошо, приходит и говорит, я же должен был, обязательство же у меня оставалось. Когда ты расторг договор, и человек принял это расторжение и сказал, все, с тебя все снимается, ты уже не ответственность не нес. Если бы они перевернулись, ты бы не пришел бы, сказал бы, ребят, давайте я вам помогу, мы же с тобой, или там Булат, мы с тобой вместе начинали, давай я часть денег принесу. Ты же расторг, ты сказал, все, я не буду участвовать, на меня не рассчитывай. И вот в этой ситуации уже постфактум приходить и что-то требовать, это как бы неправомерно. Но, к сожалению, я такое встречаю часто, что приходят и говорят, что надо вот так делать или так. То есть надо же поделиться, я же тоже был участником, когда ты это заказывал. А после того, как все произошло, после того, как все успешно реализовали, к сожалению, иногда вот такие ситуации возникают. Это что касается долгового партнерства. Да? По нему тоже, в принципе, это довольно короткая тема. И 2 правила мы упомянули, касающиеся прибыли. 3 правило мы говорили, я просто, чтобы напоминание было, что у вас всегда в голове держалось. 3 правило – это убытки в соответствии или пропорционально вкладом в капитал компании. Вот в этом долговом партнерстве нашим вкладом в капитал было наше обязательство, которое мы распределили между собой. Мы реально деньгами не вкладывались. Да? Мы не вложили ничего. Но мы вложились своей ответственностью. Мы договорились с ним, что 30/70 ответственности делим между собой. И на этом по рукам ударили. Значит, наш вклад в этот
долг, который мы взяли, был 30/70. Да, и, соответственно, если произошли убытки, то, согласно правилу, убытки делятся пропорционально вкладу в капитал компании. Это как бы, третье правило, о котором мы упоминали, да? Так, еще одно, остается четвертое правило, которое еще хочу напомнить. Это любое условие, которое может привести к тому, что одна из сторон партнерства не получит прибыль, такое условие, оно запрещено. Я заранее просто напоминаю вам, чтобы дальше, когда будем говорить, чтобы вы это в голове держали и помнили. Следующее партнерство – это именно договорное тоже, да, бизнес-партнерство, коммерческое партнерство с точки зрения шариата. Его называют имущественное партнерство, и его делят на два вида. Да? Говорят имущественное партнерство. Что означает имущественное партнерство? Это когда двое или более лиц вкладывают свое имущество в партнерство, чтобы в будущем извлечь прибыль, чтобы получить прибыль в будущем. Двое или более лиц вкладывают имущество в партнерство для того, чтобы в будущем получить прибыль. И его делят на два вида. Да? Один вид его называют муфавада. Муфавада – это когда полностью, полное доверие и полная передача прав, так можно перевести, да? Этот вид партнерства, он больше существует теоретически в книгах. Его везде, в каждой книге по фикху об этом говорят. Но оно существует теоретически, да, теоретически, потому что те условия, которые выдвигают и выставляют в книгах, его практически не бывает. Это, наверное, это там 1 на миллион, если это происходит. Но практически его не бывает. Этот вид партнерства, имущественное партнерство, муфавада, да, когда полное доверие ко всему, оно основывается, вообще партнерство имущественное, когда двое или больше лиц вкладывают в общий котел, да, партнерство, имущество, деньги, оно основывается в первую очередь на чем? На том, что каждый из партнеров делает другого партнера своим представителем. Вакиль называется, да, викаля. То есть или агентом, или представителем. Что это означает? Что каждый из партнеров другому говорит: я доверяю тебе наше общее имущество, да? Или трое говорят друг другу: мы доверяем друг другу наше общее имущество, что вы будете этим имуществом, это имущество им управлять, чтобы извлечь для нас общую прибыль. Это первое, на что основывается партнерство. Это один человек другого или двоих остальных делает своими представителями, своими агентами. Да? Это укаля называется, первая часть. Так вот, в том договоре, о котором я говорю, что он существует только в книгах, вторая часть еще есть, когда первая сторона второго делает представителем, и в этот же момент она является за него поручителем. Что это означает? Да, ученые говорят, когда два человека, сейчас, чтобы не усложнять, говорим о двух человеках, они друг другу доверяют использование имущества и друг за друга поручаются. Это что означает? Что если кто-то что-то сделал из них, да, у кого-то купил в долг, у кого-то взял в долг или что-то сделал, то второй автоматически становится поручителем, и этот человек, у которого он взял, он может прийти ко второму человеку сразу и просить, и сказать: возместим там, или заплати мне долг, или закрой мне долг. И этот вид партнерства, ученые говорят, что оно происходит, когда обе стороны, у них все имущество, оно одинаковое, поровну.
личное имущество, все, что есть, у них поровну, и они все это смешивают. Но на практике такого практически не происходит. Потому что у меня есть, например, машина там 99-я, или у меня есть машина у моего друга BMW, и мы с ним вместе договариваемся, чтобы развивать наше партнерство. У нас уже имущество не одинаковое. У него есть 3 миллиона, и дома еще у него лежит там пару миллионов, у меня есть всего 1 миллион. И в основном происходит так, что отличаются суммы. Даже если они вкладываются одинаковой суммой, даже если оба человека вкладывают по 1 миллиону, но суммы, то, что у них есть, отличаются. А в книгах говорится, что у них все должно быть одинаковым. Одинаково. У этого там столько-то имущества, у этого столько-то имущества. И поэтому практически про этот вид партнерства очень, реально в прикладном вопросе его мало о нем говорят, потому что он больше существует теоретически, хотя оно возможно. Оно возможно. Возможно, когда два человека, например, без ничего пришли, откуда-то приехали, и вместе начали одинаково все делать. Да? В долг начали брать 50 на 50, и все имущество, которое есть, они смешивают, и они делят. Вот в этом случае такого рода партнерство может возникнуть. Но его мы оставим, потому что в большей части появляется именно партнерство, когда у людей разного рода имущество, у кого-то больше, у кого-то меньше. Да? И дома имущество разное, и на счетах имущество разное. Хотя в партнерство они могут вкладывать и одинаковое количество денег. Если вопросы есть, можете давайте писать в Telegram, чтобы, как вчера договаривались, так было. Я попозже Я сегодня постараюсь закончить чуть пораньше, чтобы оставить место для вопросов. Потому что есть вопросы, которые сам хотел тоже осветить, не только по этой теме. Так вот, второй вид вот этого имущественного, торгового, или не торгового, а коммерческого партнерства, да, в исламе называется айнан. Айнан – это когда люди друг другу только доверяют. Да, то есть один является представителем другого в этом партнерстве. Когда каждая из сторон представляет другую сторону, но она не является поручителем полностью всем имуществом перед второй стороной. Для второй стороны, перед кем-то за своего партнера. Он не является поручителем, он только является представителем. Да? То есть это партнерство основано на том, что один доверяет другому или поручает другому действовать во благо партнерства. Теперь возникает вопрос, вот когда один поручает другому, поручает что? Какие действия? Да? Во многих книгах по фикху говорят, партнеры в партнерстве, да? Раньше говорили, он может купить, взять в долг, продать, продать в рассрочку, и упоминали разные вещи, но сегодня же не только торговля. Сейчас разного рода это партнерство, разного рода деятельность есть. Есть торговля, есть производство, есть услуги. Да? Это основные сферы бизнеса. И люди могут объединить свое имущество для того, чтобы получать прибыль в любой из этих сфер. Не только в торговле. Поэтому современные ученые, говоря о том, что какие действия каждый из партнеров имеет право делать, говорят, каждый из партнеров имеет право совершать те действия, которые служат во благо партнерства в первую очередь. То есть, если он берет им деньги общие и хочет кому-то в долг дать, это во благо партнерства или нет? Когда в долг хочет кому-то дать, в долг, общее имущество, это не во благо партнерства. Партнерство во благо, когда, наоборот, партнерство будет зарабатывать. Если он хочет кому-то сделать подарок и дать садака, это во благо партнерства. С точки зрения шариата во благо партнерства, да, с точки зрения ахирата. Но мы сейчас говорим не об этом, а мы говорим о именно имущественном, да, о прагматичном подходе, да, о материальном благе. Есть материальное благо в этом? Нет. Поэтому ученые говорят, каждый из партнеров может делать действия во благо партнерства в пределах обычаев делового оборота в данной сфере. То есть, если этот человек может продавать, например,
в какой-то местности, например, продают в магазинах и тетрадку записывают, знаете, да, это? Да? Ну, продают, людей денег нет, тетрадь записывают. А в некоторых деревнях говорят, нет, мы в тетрадь не записываем, мы не даем в долг, потому что у нас тетради по 3 года не оплаченные бывают, да, скажем. И если в обычаях местности, что тетрадь не делают, потому что люди не расплачиваются, да, то партнеры уже не могут продавать с отсрочкой платежа, записывать тетрадь, потому что это не будет во благо. Если ты товар продал, а деньги не получил, это разве во благо партнерства? Но если в обычаях делового оборота есть, что партнер подает оптом там, с какой-то определенной отсрочкой, да, там 2-3 дня, 5 дней, это есть, то это делать он может. Он может покупать, продавать, там, брать в долг для партнерства, нанимать, если идти в судейство, да, идти в шаря, кадию, чтобы требовать свое имущество, судиться, это все может сделать. Каждый из партнеров может представлять другого партнера в этом партнерстве, да, в этом партнерстве. То есть каждый из них является представителем партнерства. Но в вопросах ответственности, да, и когда мы говорили про убыток лежит, это вот правило, о котором мы сказали, убыток лежит только в размерах пропорционально каждому из вкладов в партнерство. Если это, например, у них 10 миллионов там, оборотных средств, которые они собрали, и 4 партнера, один вложился там 4 миллиона, да, а второй там, и другие по 2 миллиона вложились, то если происходит какой-либо убыток или обязательства перед каким-то поставщиком возникает, которые не исполнили, да, они в рамках своей ответственности, да, в рамках своего капитала, они эту же ответственность несут перед этим человеком, а не так, что каждый из них является полным поручителем. Нет, такого нет. Теперь возникает вопрос, какое имущество может быть уставным капиталом, как говорят, да, не уставным, а капиталом этого партнерства. Какое имущество может быть? Естественно, речь о деньгах. И в книгах по фикху, когда упоминают, какое имущество может быть, ученые говорят, упоминали, что это динары, это дирхамы. Динары, они были золотыми монетами, это были деньги, да, то есть они остались деньгами. Это были золотые монеты, динары, а дирхамы это были серебряные монеты. Они говорят, что в первую очередь это деньги. То есть капиталом партнерства могут быть деньги. Вопрос, а может ли быть капиталом партнерства какой-либо товар? Товар может быть капиталом партнерства? Вот у нас кто-то говорит да, а есть кто говорит нет. Смотря какой товар. Давайте партнерство торговое. Будем о торговле говорить, да? Торговое партнерство. Может быть он или не может быть. На самом деле ученые, у них есть разногласия, и чтобы вы поняли причину этого разногласия, я просто объясню. Вернусь к правилу. Что такое прибыль? Это доходы минус капитал компании, минус тело, как вот брат сказал. Тело обычно используют к кредитам, к долгам, но разницы нет, ладно. Это возврат инвестиций и сверху надбавка, да, то есть это доход, минусуем возврат инвестиций, и то, что осталось, или возврат капитала, и то, что осталось, это является прибылью. Теперь один принес стулья, другой принес столы. Как будем считать прибыль? Когда вернется, например, я принес в капитал компании 100 столов, а мой друг принес 400 стульев. Мы их продали. Это стулья были в фабрике какой-то Аврора, например, да?
Мы их продали, купили новые яблоки, продали яблоки, купили машины, продали машины, купили, там, я не знаю, баранов, продали баранов, там Курбан как раз оказался. Все, и мне друг говорит, слушай, нам надо фиксировать, когда прибыль. Я говорю, давай хорошо, 100 столов покупаем и 400 стульев. И вот что сверху останется, это будет нашей прибылью. Так же получается, если мы говорим о товарах. Поэтому ученые говорят, товар не может служить капиталом партнерства, кроме как, если этот товар оценивается в деньги. Потому что деньги – это измерение. Мы можем измерять капитал в деньгах. И когда мы говорим о прибыли, мы же не будем, если, например, кто-то принес эксклюзивный товар, уникальный товар, которого нет на рынке. Он принес и говорит, вот, как бы я прибыль хочу, чтобы вот такой товар и сверху надбавка оказалась. Но такой товар, он единичный. Например, какое-то изделие, которое, ювелирное изделие, которое делает только один мастер. И оно в единичном экземпляре. И он принес его и сказал, я хочу, чтобы это кольцо с этим бриллиантом стоит $1 миллион. Да? Я хочу, чтобы это было моим вкладом в капитал нашей компании. Хорошо, может быть, но только не как товар. Потому что если мы возвращаемся к правилу и говорим, где наша прибыль, тогда если, предположим, что только это кольцо было капиталом, что после всех манипуляций мы должны выкупить это кольцо, и то, что сверху останется, будет прибылью. Но это кольцо мы, может быть, и не сможем выкупить. Все, на этом партнерство закончилось? Нет. Поэтому говорят, что товар может быть капиталом компании в случае, когда этот товар оценивается. Вот он оценился на день вклада, да, сколько он стоит. Например, я эти стулья принес, они новые стулья, только что с завода. Просто мне завод денег должен был, а деньги он мне не дает. Что мне делать? Я забираю стульями, столами. А у меня друг в этом же заводе, ему стулья должны. Вот мы решили укомплектовать 1 стол, 4 стула. И вот 100 комплектов сделали и продали. Мы когда забирали, каждый из нас понимал, сколько стоит там стол. Стол стоит там 10 тысяч, и каждый стул стоит там по 2 тысячи, 8 тысяч. Да? Получается, я вложил 1 миллион рублей, он вложил 800 тысяч рублей. И вот у нас партнерство оказалось вот такое, да, там 8, сейчас дроби сделаем. Нет, не 8/18 не надо делать, зачем? Можно 2 девятых сказать. Да, там этот... Вот 60/40 получается, да. Как? Нет, мы не считаем... Вот расчет, как должен производиться. Я, может быть, купил задорого. Оценка товаров производится по рыночной стоимости, по средней рыночной стоимости. Вот мы оцениваем, и мы поняли, что вот у нас капитал такой, и потом через серию манипуляций купили, продали то, продали это, сделали. Через некоторое время мы договорились, что каждый месяц мы считаем прибыль. И вот за месяц мы там 3-4 раза обернули все это. И в итоге в конце месяца у нас 3 миллиона. Альхамдулилля, хорошо. Значит, у нас 1 миллион 200 тысяч – это наша прибыль. И этот 1 миллион 200 тысяч мы делим в этой пропорции, да? 8 18-х. 45 на 55 получается, вот точно, вот 45 на 55. Вот в этой пропорции мы между собой делим эту прибыль уже. Все. Поэтому капиталом компании может быть товар, только если он оценен. И оценка должна быть по средней рыночной стоимости. И после этого уже к этому товару не возвращаемся, про него забываем. Если я хочу опять эти столы купить, я со свои деньги беру, иду покупаю эти столы, если они мне нужны как столы. Но партнерство, оно в основе это только деньги. В основе это только деньги. Еще один вопрос есть. Говорят, вот у меня есть 1 миллион рублей. И я еще, и приходит мой друг, да, Талип есть. Талипу я должен 500 тысяч, предположим. Он сейчас скажет, что вот ты озвучил. Он не скажет, я знаю. Даже запись, если есть, не скажет. Предположим, он скажет, вот у меня есть 1 миллион рублей, и Талипу я должен еще 500 тысяч рублей. И он приходит, говорит, Хазрат, есть тема, давай сделаем партнерство. Я говорю, хорошо.
Я говорю, какой будет капитал партнерства, да, уставный капитал, сколько будет? Он говорит, у тебя сколько денег? Я говорю, 1 миллион есть. Он говорит, у меня тоже есть 2 миллиона, и ты же мне 500 тысяч должен? Да? Эти 500 тысяч можем сделать капиталом? Или давай так, у тебя деньги же там работают пока, давайте 500 тысяч просто сделаем капиталом компании. Может ли долг быть капиталом компании? Просто долг не может быть капиталом компании. Долг, если долг это как следствие, да, там, например, я покупаю компанию, у которые должны, да, у которой есть дебиторка, да, которые должны денег, оценить это можно. Да? Ну, например, это лучше в компаниях получается. Да? Например, я покупаю компанию, которой должны там 3 миллиона рублей. В самой компании еще есть товары там, на 5 миллионов рублей. Это оценить 8 миллионов возможно. И эту компанию как вклад как бы уставный капитал сделать можно, если это компания ликвидная, которую можно продать. Да? Но только долг сделать капиталом компании нельзя. Почему? Потому что только долгом распоряжаться нельзя. Я должен, да, но на мой долг что можно купить? На мой долг ничего нельзя сейчас купить. Когда вот я долг принесу в форме денег, в этом случае можно. А просто делать долг капиталом компании нельзя, это неправильно. Потом один короткий вопрос. Сейчас спрашивают, говорят, вот такого рода партнерства, имущественные, да, коммерческие. А может ли мусульманин и не мусульманин быть партнерами в этом партнерстве? Да, такой вопрос, как бы, он учеными поднимался. И те ученые, которые говорят, нельзя, они говорят, что потому что не мусульманин, мы когда говорим вообще о деятельности партнерства, да, мы здесь уже не упоминаем, потому что для нас это ясно, да. Там, например, партнерство у нас, может 2 мусульманина сделать партнерство, чтобы покупать там свинину на одном заводе и продавать ее, поставлять ее, ну, я не знаю, в Камском Беконе купить свинину и поставить ее в Москву куда-нибудь. Они же не кушают, они же только покупают, продают. Естественно, мы уже об этом не говорим, потому что для мусульман понятно, что они не могут заниматься запретной с точки зрения ислама деятельностью. И свинина с точки зрения ислама для мусульман не является имуществом. Так же, как и спиртные напитки. С точки зрения шариата это не имущество. С точки зрения шариата это не имущество. Поэтому те, кто запрещает, они говорят, но не мусульманин, он же может заниматься и недозволенными вещами. Да? Но большинство ученых, они дозволяют и говорят только при условии, что есть гарантия того, что не мусульманин не будет делать нарушений шариата. Да? То есть он не купит если у нас партнерство, мы как партнеры открыли магазин или торговую точку, или оптовую фирму по купле-продаже, он не будет покупать пиво туда, да, там, запрещенные, или запрещенные другие товары какие-то, да, там, или консервы свиные, или нехаляльные консервы. Да? Если есть гарантия того, что второй партнер не будет, да, не мусульманин, не будет нарушать правил шариата, то в этом случае такое партнерство дозволено, да, оно дозволено. Так. При заключении договора партнерства партнеры всегда должны прописывать, я уже к договору отношусь, это касается всех партнерств, да. Вчера мы это говорили, на берегу должны записывать долю каждого партнера. Естественно, вклады они знают, кто сколько вкладывает. Они должны записывать долю каждого партнера в прибыли. Кто сколько прибыли будет получать. И здесь, и кто какие функции, в принципе, будет выполнять. Вообще изначально правило гласит, что каждый из партнеров имеет право управления в партнерстве, в бизнесе. Каждый из них имеет право работать в бизнесе. Такого нет, что как в доверительном управлении, что один из них не вмешивается, а второй только управляет. Нет. Каждый из сторон имеет право управлять, каждый из сторон имеет право действовать в интересах партнерства от имени партнерства. Это правило. Но бывают ситуации, когда один более опытный, другой менее опытный. И изначально один, который опытный, говорит, давай так, ты не будешь ничего делать. Да?
Деньги вкладываешь? Нет, деньги вкладываешь. Почему? Он же отвечает, он же все, он уже риск убытка несет, если он деньги вложил. Но ты особо не будешь ничего делать. Управлять бизнесом буду я, у меня опыта в этом деле больше. Но давай так, теперь определяем долю прибыли. Как мы можем определить долю прибыли? Вообще имам Шафии говорит, что доля прибыли всегда связана с вкладом в капитал. Если, например, один вложил 30% от капитала, ну, 300 тысяч из миллиона, а второй 70, то прибыль делится 30 на 70. Если один вложил, или там 5, да, и собрали они 10 миллионов, один вложил 5, а остальные вот эти по 1 250 000 вложили, да, 4, то они, первый будет получать 50%, а все остальные по 12,5%. Но это мнение имама Шафии, остальные ученые дозволяют, говорят, нет, доля в прибыли может отличаться от доли в капитале. Доля в прибыли может отличаться от доли в капитале. Убыток не может отличаться, единогласно у всех ученых. Убыток у тебя только соразмерно, пропорционально твоей доле в капитале, но прибыль может отличаться. И вот здесь вопрос. Человек, который имеет больше опыта и который будет больше управлять, говорит, брат, я же основную работу я буду вести. Давай так. Давай долю в прибыли, там, в принципе, 50 на 50 должно быть, но давай так, 10% выделим. 10% выделим за управление, или 15%, или 20% выделим за управление. Если мы выделяем 10% за управление, ты получаешь 45% от прибыли, я тоже 45% получаю, плюс 10% от прибыли, долю от прибыли я за управление буду получать. Дозволено ли такое? Такое дозволено. Вторая ситуация, он говорит, я более опытный, давай так, я ежемесячно получаю 150 тысяч как зарплату, да, а оставшиеся мы делим 50 на 50. Дозволено такое? Не дозволено такое. Потому что мы вчера прибыль сказали, четвертое правило, о котором мы говорили, мы сказали, любое условие, которое может привести, это мы сейчас говорим, когда два человека сидят и договариваются о партнерстве, да? Когда любое условие, которое может привести, что одна из сторон не будет получать прибыль в партнерстве, да, это условие запрещено. Сейчас этот человек говорит, я за управление буду 150 получать, а оставшиеся будем делить 50 на 50. А если прибыль будет всего лишь 150 тысяч? Получается, вторая сторона прибыль не получила, ни копейки не получила. А имущественно он рисковал? Рисковал. Вот, вопрос возникает такой. Человек говорит, давай так, не ты не будешь управлять, не я не буду управлять, а давай наймем специалиста, который будет управлять, и будем ему платить 10% от прибыли. Получается, два партнера в партнерстве передали тому в доверительное управление по договору Мудараба. Могут нанять по договору найма. Но договор найма что означает? Договор найма, когда вы нанимаете работника, что это означает? Что он должен выполнять функции, которые вы на него возложили, да? Да, гендиректор. Но гендиректор, он, он генеральный директор, а вы совет директоров. Вы два партнера, совет директоров. Генеральный директор действует в рамках тех компетенций, которые на него возложили. Да? Но когда нужно принимать крупные решения, как он будет принимать? Вот, надо совет директоров опять. То есть вы в любом случае участие какое-то будете принимать. Вы не просто наняли, да? Но в этом случае он просто исполнитель, он как нанятый работник, и он получает зарплату. Это возможно. Сейчас, давайте так это. Это возможно, когда две стороны нанимают кого-то, да, и он как генеральный директор работает. И теперь ситуация. В партнерстве мы знаем, какие функции у партнеров. Но есть исполнительного рода функции.
исполнительный, вот как генеральный директор, он исполнитель, правильно? Два партнера говорят, давай наймем исполнителя и будем платить ему зарплату 100 тысяч рублей. Все, давай сделаем. Потом один из них говорит, слушай, а я, в принципе, у тебя есть чем заниматься, а у меня пока нет чем заниматься, давай исполнителем буду я. И эту зарплату будем платить мне. Эта ситуация не та же самая, как первая ситуация, о которой мы говорили. Эта ситуация отличается. Здесь он может функцию исполнителя, они оба решают, но он функцию исполнителя выполняет за зарплату. И при этом это отдельная функция, отдельная зарплата. Если получается, что они справляются, они объединяются, собираются, и говорят, слушай, ты не справляешься, давай мы тебя снимаем с функции исполнителя, потому что ты не успеваешь, ты в бухгалтерии не успеваешь следить. Или, например, на тебя функции бухгалтерии повесили, а ты бухгалтерию не успеваешь все заносить, потому что у тебя там семейные дела. Давай мы тебя с этой функции снимаем, нанимаем какого-то другого человека. Вот в первой ситуации, когда он за управление просто, то есть как один из партнеров хотел брать фиксированные деньги, мы сказали, это запрещено. Потому что это все равно, что он мог сказать, так как я более опытный, мы получаем прибыль там 50%, но только после того, как 100 тысяч или 150 тысяч выплатили мне. Запрещено любое условие, где фиксированное вознаграждение, или любое условие, которое может привести к тому, что одна из сторон не будет получать прибыль. Вот в первой ситуации, когда они в договоре партнерства прописывали, что он получает 150 тысяч за управление и делят потом 50 на 50, запрещено, но когда они договорились, что они делят 50 на 50, предположим, 50 на 50, и затем им нужны исполнительные работники, и один из них говорит, давай я буду как исполнительный работник за зарплату отдельно работать, и это не связано с договором партнерства, это дозволяется. Это уже разные вещи получаются. Но, естественно, это не должно противоречить и не должно препятствовать тому, что он функцию партнера будет выполнять полноценно. Потому что если он, например, закопался в бухгалтерию и надо принимать решения, надо ездить на переговоры, надо еще что-то делать, а он сидит, цифры считает, и он это не может сделать, естественно, это неправильно, его снимают с бухгалтерии и говорят, давай, ты же партнер, ты должен ездить тоже, договариваться, на переговорах участвовать. Поэтому в этом случае это другое. И потом, возвращаясь к правилу, что любое условие, которое может привести к тому, что одна из сторон не получает прибыль, я хочу привести другие примеры, чтобы у вас не сложилось впечатление, что только речь об этом. Может быть, два партнера говорят, давай так, мы будем делить, мне деньги пока не нужны, давай так, с первой машины прибыль получаешь ты, груз везем, яблоками торгуем. Или везем скот. Первую машину привезли, количество скота одинаковое, тоннаж в машинах одинаковый или яблок одинаковое. С первой машины получаешь прибыль ты, со второй я, с третьей ты, с четвертой я. То есть с четного прибыль получаешь ты, с нечетного получаю прибыль я. Такое условие поставили. Это условие запрещено, потому что с первой машины может прибыли не быть, а со второй быть. Точно так же, как нельзя, например, если это сельхозпроизводители, и они говорят, давай так, вот это большое поле, с него я буду получать, и вот это здесь 10 гектаров. Вот там, она логичная, она ничем не отличается. С тех 10 ты будешь получать ты. Чтобы мы не путались, это условие тоже нельзя, потому что у них общедолевая собственность. И если такое условие они ставят, это условие, которое может привести к тому, что здесь ничего не уродилось, а здесь уродилось. И это условие приводит к тому, что один из них не получает прибыль. И такого рода условия в договорах партнерства делают такой договор недействительным. Чтобы вы понимали, изначально, если они пропишут такие условия, то такого рода договор, он становится недействительным. Или говорят, давай 1 месяц прибыль получаешь ты, в следующий месяц получаю я. То же самое, тоже нельзя. Такого рода условия с точки зрения шариата недопустимы. У них общедолевая собственность и общедолевая прибыль тоже должна быть.
договор становится действительным. Договор. В партнерстве договор становится. Не, договор становится, да. Так. Теперь вопрос такой. Опять же, я сейчас забуду, потому что я здесь не записал, я вспомнил. Вопрос такого рода. Мы все еще говорим о том, сколько кому какая прибыль, да, договариваемся. Мы еще переговорный процесс у нас идет. Обе стороны вкладываются по 50%. Да? И один более опытный говорит: давай, ты не работаешь? Кто-то говорит: ладно, хорошо, я не работаю. Давай условия это пропишем, что я не работаю. Можно так сделать? В принципе, можно. У него право есть работать, но в договоре они прописывают, что я пассивный участник этого партнерства, я не буду ничего делать. Я только вот хазрат умный, это красивый, и сижу, и это два делаю, да? Но только мне прибыль 60%. Я же два делаю, да? Нет, если мы вложились, смотрите, ученые говорят, распределение прибыли может быть разным, но если человек условие сделал, что он не будет работать, то получение прибыли больше, чем его доля в капитале, это неправильно. Потому что это уже несправедливость будет. Да? Если я не работаю, я могу долю получать больше прибыли за счет своей работы. Да? Я могу долю в прибыли получать за счет своего авторитета, когда мы в долг берем. Да? Но получать долю в прибыли только потому, что я авторитетный малый, хотя я вкладываю меньше, я 40% из капитала вкладываю, а говорю, мне 60% прибыли платите, потому что я такой красивый. Так, с точки зрения шариата, это неправильно, это несправедливо. Поэтому если условия в прибыли могут быть у людей разными, да, доли в прибыли могут быть разными, но при условии, что большая доля прибыли не будет у человека, который не ставит условия, что он не будет работать. Если же этого условия нет, все договорились, что каждый будет выполнять свои функции, но затем, и договорились, что, предположим, давайте со мной будет, да, предположим, договорились, что я работаю, что вот Талиб работает, мы с ним два партнера, да, и я заболел. И договорились, что 60% от прибыли мне, вложились мы 50/50, но договорились, что 60% мне, и что будем функции, и начали работать, я заболел. Месяц, 2, 3, 4, я болею и ничего не делаю. Обязаны ли мы условия менять? Нет, не обязаны. Если я это условием не поставил, что я не работаю, я должен работать, но по каким-то причинам я не работаю. Даже Талиб сам говорит: ладно, хазрат, не работаю, я сам, в принципе, там большинство вопросов я закрываю, я же по телефону все это делаю. Не обязательно туда-сюда ездить, мы это сделаем, закрыли. Если у меня не было условий, что я не буду работать, да, такого условия не прописано, то получать большую прибыль, в принципе, это возможно. То есть доли в прибылях могут отличаться, но только не в случае, когда большая доля полагается человеку, который прописал в условиях, что он ничего не будет делать. Вот в этом случае ученые говорят, это ведет к несправедливости, и такого рода договор, такого рода условия будет неправильным, недействительным. Так. Это что касается партнерства. Партнерство, оно может быть ограничено сроком. Да? Люди могут сказать: давай год поработаем и дальше расходимся. А может не ограничено быть, потому что в любой момент эти стороны могут это партнерство прекратить. Но может быть в партнерстве условие, что, например, если там 3 партнера, или 4, или 5 партнеров, да, может быть условие от одного из партнеров, что если компания будет распадаться, люди не хотят дальше работать вместе, может же такое быть, да? Мы поработали, я вырос, я понял, что это партнерство для меня уже неинтересно, я хочу дальше работать выше, да? Кто-то из партнеров может поставить условие, сказать: я выкуплю все партнерство. Я выкуплю партнерство. И все партнеры с этим согласились, сказали: все, давай. Если мы расторгаем партнерство, даже в договоре прописали, что одна из сторон обещает, что она выкупает партнерство.
Давай сразу цену определим, почем он будет выкупать. Вот сколько мы уставный капитал изначально сделали, пусть по этой цене выкупает. Вот это условие, оно не действительно, оно нельзя. Нельзя изначально ставить в договорах партнерства условия, по которому один из партнеров должен будет выкупить по стоимости, по начальной стоимости, по стоимости капитала изначально. Почему такое условие не дозволено? Потому что мы вчера говорили тоже в партнерствах, любые условия, которые, это уже можете как следующим 5 правилом записать, да, условия, когда одна из сторон гарантирует другой стороне убыток, они тоже не дозволены. Когда одна из сторон партнерства гарантирует другой стороне возмещение убытков, они не дозволены. Они не дозволены. А в случаях, когда мы говорим, что один из партнеров выкупает по стоимости первоначального капитала, то это приводит к этому. Объясню на пальцах. Да? Мы вложили в партнерство, по 5 миллионов 2 человека, пусть нам 3 человека нужны или 4. 3 человека вложили по 5 миллионов, 15 миллионов у нас оборотных средств. Каждый месяц мы там покупали, продавали, 15 миллионов у нас держалось в обороте, сверху мы зарабатывали 1,5 миллиона, 1 миллион, 500 тысяч, 3 миллиона. Мы прибыль делили. Мы всегда следили за тем, чтобы вот остатки на счетах были 15 миллионов, это наш первоначальный капитал, а то, что прибыль, мы делили. И в один момент мы продали одному из наших клиентов товар, и он не может расплачиваться. Да? Мы там крупную партию товара продали, на 5 миллионов у него долг перед нами. Да? И мы считаем по итогам, у нас 10 миллионов на счетах есть, 5 миллионов у нас дебиторка, этот человек 5 миллионов должен 6 миллионов, предположим. У нас, в принципе, вместе с тем, что он должен, 16 миллионов должно быть. Но этот партнер, этот клиент, чувствуем, что он банкротится, у него денег нет, он месяц не платит 2-3, и видим, что он туда-сюда ездит, продает свою машину, имущество свое продает, но с нами еще не расплачивается. И потом краем уха кто-то слышит. Я говорю: братья, я не хочу уже дальше участвовать в партнерстве. Давайте, Талиб, ты же говорил, что ты, если что, выкупишь партнерство. Мы же ставили те условия, что вот мы по 5 миллионов каждый вкладывались, доля каждого 5 миллионов. Вот я хочу свою долю за 5 миллионов продать, давай покупай. И второй тоже услышал, я ему говорю: слушай, там все к банкротству идет, давай продадим Талибу. Талиб, ты же сказал, что по 5 миллионов купишь, ты же... Да. И Талиб говорит: братья, это вы хотели, чтобы я по 5 миллионов купил. Я же вам сразу сказал, что, Хазрат, условия, в котором гарантия капитала одним из партнеров для других, она недозволена. Вы же сами об этом говорили. А сейчас вы очень хитро хотите гарантировать свой капитал, продавая мне за свою долю за 5 миллионов и долю второго партнера тоже за 5 миллионов. Я тоже слышал, что там банкротится человек. Поэтому продать за 5 миллионов по тому условию, которое изначально вы говорили, нельзя. Но теперь сам Талиб пришел и говорит: братья, давайте я за 15 миллионов куплю. Не за 15, а за 10 миллионов я ваши доли выкуплю. Без того, чтобы мы в условиях прописали. А сам просто инициативу проявил: давайте я выкуплю, я с тем разберусь, я как-нибудь что-нибудь получу. Такое дозволено, потому что здесь условия гарантии нет. Условия не было, что он выкупит за номинальный капитал. Условия не было. Он это сделал как жест доброй воли, и он сейчас нам такое предложение сделал. Он мог сделать предложение выше рынка, мог предложение ниже рынка сделать, мог предложение рынка сделать. Никто ему здесь ничего не запрещает. И точно так же одна из сторон партнерства, если какой-то убыток произошел, может возместить, но на благотворительной основе, да, как добрая воля. Например, произошел какой-то убыток, да, и мы с партнером потеряли 1 миллион. Я говорю: брат, ничего страшного, у меня в другом нормально прошло, давай я 1 миллион докладываю, и у нас все так, как было, так и дальше продолжаем. Без того, чтобы это обуславливать. Это возможно, потому что это как благотворительность, это как садака, это как подарок. Да? Поэтому
иногда даже в договоре доверительного управления, мудараба, да, когда человек доверительным управлением занимается, он взял у человека деньги, там 10 миллионов, занимается какой-то торговлей, и один из поставщиков, или с товаром что-то случилось, не уведомляя человека, у которого он взял деньги, он может свои деньги доложить. С точки зрения шариата это не запрещено. Если он это сделал как благотворительность, как жест доброй воли, никто его не обязывал. Если вот мы говорим, что обязать его и сказать, ты должен нам гарантировать, и в прошлый раз мы говорили, гарантировать мы не можем. Мы не можем заставить человека гарантировать и сказать, что ты нам обязательно должен вернуть. И вот это, к сожалению, еще раз хочу упомянуть, что изначально ставить условия гарантии сохранности капитала в договорах партнерства, будь то доверительное управление партнерства, да, это мудараба, будь то вот такого рода общее партнерство имущественное, да, или как партнерство даже, что трудовое, что партнерство долговое, сохранности капитала, да, гарантии капитала, ставить условия изначально, оно с точки зрения шариата неправильно. Никто не может из партнеров кого-то другого заставить гарантировать сохранность капитала. И когда я, например, в договоре доверительного управления являюсь инвестором, я не могу прийти к управляющему, да, мударибу, и сказать, брат, давай, это я тебе даю деньги в управление, там 10 миллионов, но ты гарантируешь, что ты, если убыток будет, сам его это возместишь. К сожалению, очень часто это слышу от братьев, что они вот такие условия ставят. А как же гарантии? А кто из нас может гарантии дать? Вот кто может из нас гарантию дать? Гарантию только Всевышний Аллах может дать. А никто из нас никакую гарантию не дает. А предпринимательство, еще раз, это о рисках. Всегда есть риски. Поэтому... Халатность – это уже вопрос другой. Мы вчера же говорили, если есть халатность, если есть действие преступного характера, да, когда человек специально так сделал, да, преднамеренно не сохранил имущество, или ему было вверено имущество в доверительное управление, да, он сохранил, это аманат в его руках, он эти деньги, например, ему пришли деньги, а он знал, что Татфондбанк закрывается, он взял Татфондбанк, перевел, да, это халатность, естественно, это с его стороны вина уже есть. В этом случае он должен возместить сколько убыток. Он должен возместить капитал, не прибыль. Мы не говорим уже о прибыли. Он должен столько возмещения будет ограничено только капиталом, который он взял. Это вот что касается такого рода партнерства. Если по нему вопросы есть, давайте по нему вопросы пройдем. Если нет, потом к следующим вопросам перейдем. Я вот сейчас включаю Telegram, что там. Например, про сумму капитала сказали. А если там вот эти все процессы, скажем так, бизнеса нарушены, 20 миллионов, так Фондбанк условно перечислили, все бизнес-процессы на этом закончатся. И деньги и так далее, которые должны были получать, они просто... Он капитал должен возместить, капитал только. Так. 3 года зарабатывал, ничего. Похоже, сегодня Салим Джан Хазрат это... Давайте так будем открыто вопросы задавать. Подождите, давайте так. Руку поднимаем по очереди, да, чтобы это сейчас первый поднял, третий, все. Пока на 3 останавливаемся, следующий, чтобы потом это. Если партнеры договорились, они вложили определенные деньги. И возможно ли договориться, что они приходят сначала, давай вот это тело, которое мы вложили, сначала одному выплачивают, возвращают его вложение, потом второму, или все-таки это в равных долях должно быть? Это условие можно прописывать, но тот капитал, который вложил первый, например, каждый вложил по 5 миллионов, да, и они по работе, да, начинают получать какие-то деньги и говорят, давай вначале ты свои 5 получишь, а потом второй получишь 5 ты. Это возможно, это будет только это будет считаться под расчетными средствами, да, то есть эти 5 миллионов, которые он пока получил, это не окончательные 5 миллионов, которые он говорит, все, я же верну свой капитал. Это то, что это же условием ты же согласился, когда я это условие ставил. Потому что это может привести к тому, что убыток понесет только одна из сторон. А такое условие, оно не дозволено с точки зрения шариата. Они могут изначально говорить, давай пока твои 5 миллионов закроем, но и потом мои. Но если что-то произойдет не так, например, они 5 миллионов закрыли, и произошел вообще тотальный убыток.
тогда вот он должен 2,5 отдать ему, чтобы у них был равный убыток. Следующий вопрос. Сейчас. Смерти одного из участников партнерства, то есть равнозначные вложения, равнозначные риски, например, да, они Партнерство прекращается на этом. Партнерство прекращается. Да, смерть одного из партнера приводит к прекращению партнерства. дополнить можно, условно, например, он умер, они бизнес начинают делить на части, может быть, на 100 миллионов бизнес. И человек, который остался один, он не в состоянии эти 50 миллионов выплатить той семье. То есть они же считают не деньги, которые вложили изначально по 10 миллионов, а в бизнес в целом, то есть бизнес уже вырос, и он стоит не 10 миллионов. Вот они должны продать, вот бывает ситуация, когда, мы вот к этому, давайте я вернусь немножко, да, к теме, которую я не до конца осветил, да, отвечу вначале на вопрос, если бизнес стоит 100 миллионов, да, и человек уже не может, то наследники могут потребовать сказать, давайте будем продавать бизнес. Он же, раз он 100 миллионов стоит, его можно, значит, за 100 миллионов продать, да, и поделим, вы свои 50 заберете, мы свои, как наследники, получим 50. Если, это уже будет новое партнерство. Наследник может вступить в партнерство, но это не автоматически будет, потому что партнерство, мы сказали, оно имеет право на расторжение, и автоматически мне нельзя навязать кого-то партнера, кого я не хочу быть. Поэтому многие ученые современные, которые запрещают акционерное общество, они говорят, акционерное общество – это партнерство, в котором любой приходит и становится нашим партнером без нашего ведома, без нашего даже желания. Да, и они вообще как форму запрещают, хотя основная масса ученых разрешает. Так вот, смотрите, вчера вопрос этот тоже звучал. В договоре общего партнерства мы понимаем, да, что вклады каждой из сторон были определенные. Например, один вложил 3 миллиона, другой вложил 7 миллионов, общий капитал 10 миллионов. Стороны вначале возврат капитала делают, и потом начинают прибыль делить. Да, после того, как вернули 10 миллионов, они прибыль делят в соответствии с их условиями, которые они договаривались. Договорились 50 на 50, то получают 50 на 50 делят прибыль. Договорились 70 на 30, как у них был доли в капитале, делят так. Договорились наоборот 70 на 30 по причине того, что один из них более авторитетный, более знающий в бизнесе в этом и управляет, и основные процессы завязаны на нем, это тоже возможно. Но вначале они должны вернуть капитал. То есть после возврата капитала происходит распределение прибыли. Когда можно не возвращать капитал и распределять сразу прибыль? Когда у них одинаковые вложения. Когда оба вложили 50 на 50, да, оба вложили 50 на 50 и делят прибыль 50 на 50. Вот в этом случае хоть возвращай капитал и дели, хоть не возвращай капитал и дели, разницы нет, потому что это все равно, если они, предположим, 10 миллионов они вернули, каждый по 5 вкладывал, и потом начали делить прибыль. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, ничего здесь не изменится. Суть будет одной и той же. Поэтому в такой ситуации они могут делить прибыль. Теперь вот такой вопрос. Два партнера купили КАМАЗ. Да, это тот же самый вопрос. Два партнера купили КАМАЗ и говорят, давай так, вот КАМАЗ он стоит 5 миллионов, мы его сдаем в аренду. Ежемесячно мы его сдаем в аренду по 500 тысяч, да? Получаем 500 тысяч. Договорились, что делим 50 на 50. Если они по 2,5 миллиона вложили, 50 на 50 делят, проблем нет. Но если один вложил 3 миллиона, другой вложил 2 миллиона, делить 50 на 50, то, что приходит, да, ежемесячная прибыль, оплата аренды, да, как называем, это тоже возможно, но эти средства будут подучетными средствами до тех пор, пока одна из сторон не получит свои 3 миллиона, вторая не получит 2 миллиона. Иначе может сложиться ситуация, что они делят, да, там полгода делили, да, как каждый по 250 получал полгода, по 1,5 миллиона каждый из них получил, и потом КАМАЗ утопили, как мы сказали, да. Тогда получается, что один получил убытки 1,5 миллиона, другой получил убытки всего 500 тысяч. Несправедливо. Да? Поэтому они должны будут этот убыток перераспределить.
перераспределить. Для того, чтобы получать полноценную прибыль без всяких проблем, они должны вначале вернуть капитал. С этим, я тоже думаю, что все понятно. Теперь возникает вопрос, а если договор доверительного управления, с одной стороны капитал, с другой стороны деньги, масло масляное, с одной стороны капитал, с другой стороны работа. Я инвестор. Есть работник, который очень хорошо знает. Если это торговля, это легко. Это как изначально было во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он съездил, караван, привез одну фуру яблок, продал, капитал вернули, там на эту фуру 1 миллион, 200 тысяч прибыль поделили. Или купил баранов на 5 миллионов, курбан закончился, все продал, поделили. Здесь проблем нет, здесь все ясно. Но когда есть или сфера услуг, или возникает какое-то производство, вот тогда возникают вопросы. Люди говорят, хорошо, мы взяли в сферу услуг, деньги. Я взял деньги у человека, арендовал помещение, сделал парикмахерскую. У меня вложение 1 миллион рублей. Но не мои вложения, а вложения инвестора. Я управляющий. Я нанял парикмахеров, я знаю, как это все делать. И мы ежемесячно начали получать прибыль 200 тысяч рублей с этой парикмахерской или 100 тысяч рублей. Но я же как-то должен жить, тоже. И уже первый же месяц 100 тысяч, это же уже прибыль, мы даже должны делить, как договорились 50 на 50. Вот здесь вопрос, смотрите, если они начинают делить ежемесячно 50 на 50, первый потратил 1 миллион рублей, второй потратил свое время, настроил этот бизнес и начали делить деньги. А если через 2 месяца приехала санэпидемнадзор, пришел и закрыл, и обнаружил в этой парикмахерской какую-то я не знаю, сибирскую язву, и вообще запретил деятельность заниматься, и это вообще все полностью закрыть, все это, разрушить это здание или еще что-то сделать. В этом случае человек получал по 50 тысяч ежемесячно, 3 месяца, и 150 тысяч получил. А второй из своего миллиона только вернул 150 тысяч, и у него убыток 850 тысяч. Что делать в такой ситуации? Как правильно договориться? Вот в данной ситуации, на самом деле, я вижу два исхода, Два исхода. Один из исходов такой. Человек дает деньги на тот же самый барбершоп, второй управляет, делает ремонт, покупает оборудование, запускает все это. И вот после того, как запустил, начинается в первую очередь возврат средств, возврат капитала. Ежемесячно, пусть кто-то получает немножко, это подрасчитывается, но будем считать, что он пока не получает. У того есть деньги, на которые он может жить. Каждый месяц идет 1 миллион рублей. После того, как человек получил, инвестор вернул свои 1 миллион рублей, вот все возникает вопрос. Теперь они могут делить деньги между собой? Могут делить, хорошо. А теперь вот этот барбершоп чей? Барбершоп чей? Почему инвестор? Он же 1 миллион свой получил. Вот здесь такой подход. Смотрите, после возврата капитала все, что осталось, это прибыль. Все, что осталось, это прибыль. Они могут, вернули этот 1 миллион, они могут этот барбершоп оценить и продать. Правильно? Как бизнес готовый. Он же уже приносит деньги. Его оценили еще в 1 миллион. И продали за 1 миллион, управляющий получил 500 тысяч, и инвестор получил 500 тысяч. Возможен такой исход. Возможен другой исход. Они оценили это в 500 тысяч, оценили это знают, что он стоит 100 тысяч, знают, что этот барбершоп уже стоит как 1 миллион, и управляющий говорит, давай половина же моя, половина твоя, давай я твою половину выкупаю за 500 тысяч. Согласен? И он прибыль свою получил. Возможен этот второй исход. Возможен третий исход, когда они договариваются, что после того, как возврат инвестиций происходит, они становятся партнерами. То есть они становятся совладельцами вместе этого
барбершопа, и прибыль делят так, как договариваются. Управляющий говорит: слушай, я же такой бизнес придумал, да, что хорошо все идет, давай 60% мои, или 70% мои, а 30% твои. Согласен? Согласен. Но если будем продавать этот барбершоп, будем делить его 50 на 50, потому что у нас совладение в нем 50 на 50. Понимаете? И если надо ремонт делать и убытки какие-то, то мы делим тоже в соответствии со своими владениями. Ремонт надо сделать, то ты 50 вкладываешь, я 50 вкладываю. Он может, или договорились так. Мы же сказали, можно договориться о том, что прибыль будет отличаться от доли вложений. Здесь доля вложений стала 50 на 50, потому что они могли договориться по-другому. Они могли договориться, что после возврата инвестиций, да, управляющий получает 30%, а инвестор 70%, потому что риск большой, потому что таких барбершопов много в этом месте. И тогда, получается, этот барбершоп становится и совместным владением в долях 30 на 70. 30 управляющему принадлежит, 70 этому инвестору. Не может быть. Но это вот то, что осталось, это плюс, который в тех долях, о которых они договорились. То есть это можно расценивать так. Этого миллиона не было, они этот барбершоп приобрели вместе, ну там, предположим, он же стал их, он же их, обязательств никаких нет. Как будто они его приобрели на тех условиях, на которых они договаривались там. 50 на 50, 60 на 40. И совладение будет таким же. Совладение. То есть, а доля в прибыли может быть другая. А зарплату может получать? Вы тогда говорили, что зарплату тогда он не мог получать. Он мог получать процент из... И здесь зарплату он не может получать за свою работу как партнера. Как партнера, за работу как партнера зарплату получать нельзя. За функции, которые лежат вне партнерства, как исполнитель. Мы когда говорили, да, вот доверительный управляющий вчера, доверительный управляющий, его иногда говорят: слушай, я буду получать зарплату еще. Если прибыль поделим 50 на 50, но я буду получать зарплату. За что ты будешь получать зарплату? Ну, я же управляю процессами. А за что тогда я тебе деньги, инвестиции дал, если не доверяю тому, что ты этими процессами умеешь, специалист этого дела? А если ты говоришь: я же управляю процессами за долю в прибыли, но грузчики же нам нужны, а я могу выгрузить сам. Можно я за это зарплату буду получать? Без проблем. Если это не мешает своей деятельностью заниматься, если ты алмазы загружаешь, выгружаешь, там, как бы скажем, и это, за это тоже нужны грузчики, или инкассаторам надо платить деньги за то, что они привозят, увозят, а у тебя есть там бронированный автомобиль и оружие, да, с которым ты можешь его, эти же деньги привозить, увозить, и это не является функцией управляющей. Без проблем, за это получать деньги можешь. Но именно за функцию управления ты не можешь получать деньги. Поэтому сказать, я буду получать зарплату, неправильно. К сожалению, у нас основывают партнерство, учреждают партнерство, и потом назначают зарплаты и получают зарплаты. По факту эти зарплаты это убыток их, расходы. Потому что пока они не вернули капитал, они свои деньги, капитал потихонечку уже подъедают. Нет, они друг друга ущемляют, потому что обычно партнеры открывают бизнес. Нет, одна берет, это неправильно. Мы сказали, что это делать неправильно. Нет, даже под расчет нельзя же брать. Нет, под расчет можно, но это как бы, если вторая сторона согласна, то это можно. Я могу как будто свои деньги отдавать, приносить. Проблем нет. Тогда же вымывается основное средство, нет, это мы сейчас... И получается меньше доходность маржинальности. Если мы не зарплату, это отдельный разговор. Давайте не будем это, да. Мы с вами идем это. Вот брат хотел... Хотел вопрос задать насчет доверительного управления. К примеру, приходит инвестор и говорит: у меня, допустим, есть там 4 миллиона денег, давай мы купим недвижимость или автомобиль большой, огромный, и будем заниматься, то есть ты будешь управлять, я вкладываюсь, да? Но автомобиль стоит не 4 миллиона денег, а 20 миллионов денег. Он говорит: проблем нет, я сейчас пойду в финансовый дом Аман, возьму у них лизинг,
шариат, иншаллах, дам тебе этот автомобиль, и ты, пожалуйста, управляй дальше. И мы лизинг будем платить уже доход же будет автомобиль приносить, и недвижимость, если мы в аренду будем взять. Лизинг будет платить с этих денег, которые будут приносить недвижимость. А когда в таких случаях, когда доход начинаем делить между инвестором и управляющим? Еще раз, можно вопрос, потому что я один момент какой-то упустил, который я не могу понять это. Еще раз, давайте заново. Заново. Приходит инвестор. Да. Вот у меня есть 4 миллиона. Да. Давай я тебе куплю автомобиль. Ну, автомобиль, я ему говорю, автомобиль стоит 20 тысяч, 20 миллионов. 20 миллионов. Не 4, а 20. Он говорит, я пойду финансовый дом Амали и возьму сейчас там Да. лизинг, иншаллах. Он говорит, все, проблем нет. И говорит, с этого лизинг уже мы будем платить. С прибыли, которую Давайте, все я понял, давайте первый вопрос у меня. Первый вопрос. Я сказал, капиталом партнерства что может быть? Вот в данной ситуации товар этот не может быть капиталом партнерства, потому что это товар, который не для продажи. автомобиль же они покупают, он же финансово оценивается. Сейчас. Автомобиль. Это больше похоже на долговое партнерство. Я в доверительное управление передаю или что? Да, да, Если я в доверительное управление передаю, то это как бы обязательства перед Амалем мои. Товар я передал. Да? Вопрос в этом. Но, опять же, в доверительное управление я передал, давайте так, кроме вот доверительное управление, это управление средствами, это оборот средств для того, чтобы заработать прибыль, да? Вот в этой ситуации, о которой вы говорите, это больше похоже на договор. Вы же машину в аренду хотите сдавать, правильно? Машину в аренду сдавать много, ни ума, ни работы надо, да? Уж я условно я так скажу, да? Мы же можем заключить договор найма. Я скажу, давайте я вам плачу ежемесячно там 200 тысяч зарплаты. Вы сдаете, и вот то, что остается сверху, получаю, я оставлю, забираю себе. Зачем заключать договор доверительного управления здесь? Я как бы непонятно, потому что я передал средства, которые взял в долг. Это все равно, что я взял в долг автомобиль. Да? Амали купил нигде, у кого-то взял в долг, или 20 миллионов взял в долг и передал в управление. Да? Если это деньги, это еще понятно, но в этом случае мы, если начнем прибыль делить, то после того, как 20 миллионов вернем. Вот я про эту вот ситуацию рассказал, да. То есть мы начнем прибыль, или то, что останется сверх 20, это будет нашей прибылью. Но до этого как бы говорить о разделении прибыли не логично, потому что в любой момент может произойти убыток, который ляжет тогда на меня. Это неправильно. А? Как подотчетный может, но опять же, это, может быть, да, так. Все. Если, например, 4 миллиона сначала внес, основной капитал, а потом уже они совместно взяли, получается, лизинг. Если совместно взяли, тогда смотрите, вот мы говорили о 4 видах партнерства, да, трудовое партнерство, это мудараба, доверительное, имущественное, это коммерческое партнерство и долговое партнерство. Это не означает, что договор между людьми один из этих видов только может быть. Нет, очень часто может быть, вот имущество я 2 миллиона вложил, Талиб 2 миллиона вложил, и потом мы взяли в рассрочку у человека на 20 миллионов товара. У нас сразу 2 вида партнерства появилось. Потому что, когда мы в рассрочку берем, я говорю, Талиб, грузимся. Как грузимся? 50 на 50, 50 на 50, все. У нас получилось партнерство имущественное, и у нас появилось долговое партнерство. 2 вида партнерства сразу, оно вместе сошлись в одном сейчас договоре. Это не означает, что... Или мы взяли 4 миллиона денег вместе собрали и дали брату в доверительное управление. У нас партнерство и доверительное управление. Проблем нет. Это не означает, что отдельно здесь должно быть, отдельно здесь. Или мы 4 миллиона вместе вложили, начали бизнесом заниматься, и потом давай еще трудовое партнерство сделаем. Давай, а что, мы же можем... У тебя есть бригада? Есть. Давай работу я нахожу, на ответственность берем, обязательства делим между собой, там, 50 на 50, все. И я договариваюсь о цене, или ты договариваешься о цене, и бригаде эту работу передаем, разницу себе в карман кладем. Может быть.
Трудовое партнерство, ведь вчера, когда говорили мы о трудовом партнерстве, мы сказали, что несколько человек могут договариваться там, что они объединяют, они будут делить между собой прибыль, и каждый из них имеет право взять какую-либо работу, да, и потом делить прибыль в соответствии с тем, как договорились. Это не означает, что мы всегда сами руками работаем. Я вообще могу нанимать работников, но брать на себя обязательства по исполнению. Да? И мы вдвоем можем с Талипом брать обязательства по ремонту квартир, 50 на 50 это как бы, обязательство на себя делить, прибыль также делить или прибыль в другой пропорции делить. Не факт, что мы сами будем вообще руками что-то делать. Но это будет трудовым партнерством, потому что обязательства по работе взяли мы с ним. А там, кого мы наняли, это будет договор найма. Поэтому, это может быть как бы немножко вначале сложно, но по мере, иншаллах, практики и работы это будет пониматься. Если вот два партнера, один вкладывает деньги, второй, например, знает ресторанный бизнес, да, знает, как открыть, где открыть, какую там будет концепцию и так далее. В этом случае они открывают и говорят, будем делить прибыль 50 на 50. В этом случае это считается как доверительное управление или вот это знание и так далее, и так далее. Знание, когда я в доверительное управление даю, я знаю... Дальнейшее управление – это уже отдельно управляющий будет, то есть который будет нанимать людей, там, я не знаю, там, следить за... Это доверительное управление, потому что когда я даю человеку деньги, инвестиции, я даю незнающему человеку, который ничего не умеет, или за то, что какие-то у него знания есть, и он умеет что-то делать. Вопрос в этом. Он может нанимать, он может сказать, слушай, я открою бизнес, я знаю, как открывать бизнесы. И он деньги берет и открывает бизнесы. Он не сам этим бизнесом управляет. Он берет, открывает бизнесы. Вообще проблем нет. Открывает бизнес по переработке алмазов, открывает ювелирку, открывает еще что-то. Он вообще там нигде не работает сам. Он не огранку не делает, не ювелир он вообще. Абсолютно. А он просто эти бизнесы открыл. Вот следующий вопрос вытекающий. В итоге для того, чтобы открыть ресторан, например, ты вложил 3 миллиона, и открытие длилось, например, год, да? И денег не хватило. Нет, хватило. Но тот год делал что-то, подбирал, каждый материал подбирал. Все это целый год он занимался этим проектом. Он услугами дизайнера занимался. За это может получить как дизайнер. Ну, например, они говорят, что дизайнера нанимают. Ну, не знаю, то есть он изначально взялся за этот проект, потому что он все это умел, знал, как что-то. Да, если он плотно занимался, да, работал как курировал. В итоге год прошел, открылись, начали работать, еще год работают, да, получают какую-то прибыль. В итоге там получили, например, 1 миллион. Да? Мы говорим, что сначала нужно вернуть капитал. Да. Да? В итоге 2 года он занимался этим проектом, капитал вернулся тому, а это 2 года, и он остался ни с чем. Как? Пришло какое-то, не знаю, там, извещение, опять-таки, Санпин, как говорится. Да, хорошо. Да, он остался ни с чем. А мы... Правильно. Это логично и это справедливо, потому что этот человек или теряет деньги, да, или время, и 2 года денег, которые через 2 года, деньги 2 миллиона сегодня и 2 миллиона через 2 года, это разные деньги. Ну хорошо, но тот потерял как бы только вот эту разность денег. Да, а этот потерял усилия, но это логично, потому что не смог реализовать проект. Как? Это же он реализовал проект. Логично же. Он реализовал проект. Независимые независимые вещи мы не можем из-за того, что у него машину ударил кто-то, или дерево на его машину упало, я же не должен ответственность нести. Это же дерево не я уронил. Это произошло не зависящее от него, и от меня тоже. Почему на меня возлагать убыток от того, что произошло? Получил возврат своего. Да, но он прибыль не получил. Прибыль он не получил. Не получил возврат во время открытия, он тоже делал определенные действия. Хорошо, за это он и должен был получить прибыль. Не получилось. Нет, если говорим, если он отдельную работу выполнял, который за это зарплату, он мог получать зарплату. Но по факту, если бы он получил зарплату, тогда бы это мог получить убыток. Поэтому это вопрос здесь. Да, здесь вопрос в том, что если произошло форс-мажор, он форс-мажор. Все, форс-мажор есть форс-мажор. Первый человек, инвестор может сказать,
ладно, ты потерял время, на тебе это какие-то успокоительные деньги. Да? Но обязан ли он это сделать? Нет. Если в случае, например, он получал по 100 тысяч зарплаты, через 2 года Тогда должен вернуть. ничего не получилось, этот 2 миллиона получил, а тот получил 2 миллиона убытков. Да, это тоже несправедливо, он должен вернуть. Если это он получал просто как подрасчетное. Поэтому справедливость, она не всегда это в равнозначности, да, там, действий. Мы сказали, управляющий, он получает долю в прибыли, если он получил прибыль. Если получились убытки, а если через 2 года Санпин закрыл до 2 лет и с убытками, а ты этим занимался, ты усилия же тоже свои потерял. Вот тот, кто занимался. А еще и деньги потерял. И я же могу прийти и сказать, ладно, ты только усилия потерял, а я деньги потерял. Тоже несправедливо. Где больше несправедливость? Поэтому здесь По этой теме есть вопросы? Если нет, давайте. Можно ли ставить в партнерстве определенные даты? Допустим, он говорит, у меня есть тема, давай скинулись деньгами, и он говорит, хорошо, там сколько срок реализации проекта? Он говорит, примерно 2 месяца. Он говорит, слушай, давай, полгода возьмем с запасом, но если там не будет никакого результата, у нас договор, мы с тобой рушим тогда. Можно, но последствия договора, пока не будут исполнены, они будут продолжать свое действие. Если мы закупили товар, и он, например, не 2 месяца идет, а 5 месяцев или 6 месяцев, мы же не можем разрушить договор, потому что товар из-за того, что началось СВО и логистические цепочки сломались, неправильно будет. То есть он должен действие свое довершить. Если, например, было партнерство между 3 людьми, да? Потом в ходе работы 2 из них сказали, нам нужно деньги жить, семью кормить, и ушли, в найм. Остался один партнер. Договор считается расторгнутым автоматически? Не обязательно. Если они деньги вкладывали, если это денежные вложения были, и потом они сказали, и третий говорит, ладно, я сам, я буду делать это дальше, продолжать, то не обязательно партнерство должно расти. Смотрите, партнерство, оно же подразумевает, что люди вкладывают и деньги, им имеют право работать. Не всегда они работают. Изначально, может быть, все будет держаться на одном партнере, да, а 2 они просто, будут приходить с ним вместе чай пить, его поддерживать морально. Это так может быть. У них нет времени морально поддерживать, они разбежались. Да. Они могут в любой момент сесть и передоговориться, сказать, слушай, вот из-за того, что ты остался здесь один и все на себя тянешь, давай долю в прибыли мы тебе увеличиваем. Нет, зарплату мы сказали. Мы же можем сказать, да, мы же сказали, за функции, вне функции партнерства, да, если можно кого-то нанимать, и партнер, один из них, может это выполнять за зарплату, и это не будет не противоречить, не препятствовать выполнению функций партнера, да, то в этом случае это не возбраняется, это можно. Отдельным договором заключается, если не исполняет, его снимают, говорят, ты не исполнил, давай, ты партнером остаешься, но эту работу не делаешь. Про это мы сказали, что это проблем нет. Давайте вот это заключительный вопрос по этой теме. И я одну вещь хотел осветить, и после этого, если будут вопросы, там 4 вопроса будет, если нет, то тему закроем. Иншаллах, сегодня чуть пораньше закончим. Давайте вопросы, ясно. Нет, мы же сказали, что он ничего не должен. Если изначально договаривались, что он будет только работой, то он ничего не должен нести. Нет, он не может. Нет, можно, знаете, так, этот вопрос, он спорный, я однозначно не скажу. Может быть так, один человек может сказать, у меня нет денег, у тебя есть там 2 миллиона, давай так. Ты вкладываешь эти 2 миллиона, но 1 миллион это будет долгом. Я долг беру и вкладываю. Если что-то прогорает, то этот миллион я тебе в любом случае должен. Да? И вложить его в бизнес. Некоторые ученые это дозволяют.
И в этом случае как бы, ну, он должен будет этот миллион, даже если бизнес прогорел и ничего не получилось. Смотрите, тот вопрос, который я хотел осветить, очень часто спрашивают вопрос кэшбэка. Все знают, что такое кэшбэк. Да? Мне просто пишут, звонят, я хочу специально сделать, может быть, отдельно это даже как бы вырежут как ролик, чтобы это отправлять, потому что устаешь объяснять людям. Что такое кэшбэк вообще, да? В разных банках это называется по-разному. Это бонусы, это какие-то денежные средства, которые возвращаются держателю карты, когда он совершает какую-либо покупку. Величина этих кэшбэков может быть разной. Да? В разных банках там, или в разных этих, разные там. И эти кэшбэки могут называться по-разному. В Сбербанке это называется «Спасибо», да? В ВТБ это называется «Мультибонус», там, в открытии, по-моему, это называется просто «Бонус». Да? Ну, в каждом банке она может по-разному называться, но суть в том, что это те бонусы, которые возвращаются обратно тому человеку, держателю карты, за то, что он покупает этой картой. Да? Про кредитные карты мы не говорим, мы сейчас говорим про дебетовые карты, потому что кредитные карты изначально даже вопрос освещать смысла не имеет. Теперь вопрос такой, что это за деньги, можно ли ими пользоваться, часто спрашивают, можно ли на них что-то покупать или что-то делать. Смотрите, вот эти вот бонусы, да, этот кэшбэк, он бывает в некоторых банках он всегда одной величины, например, 1% или 3% от любой покупки. 3% от любой покупки, если ты покупаешь своей карточкой, он может быть у каких-то партнеров банка больше, там 10%, если ты покупаешь в магазине «Пятерочка», или там 10%, если ты покупаешь в магазине какой-нибудь там, я не знаю, там, в Меге или что-то, да? Как на это смотреть с точки зрения шариата, да? По факту очень часто вот банк, когда он проводит операцию безналичными, да, есть такое понятие, как торговый эквайринг. Кто занимается торговлей, он это знает. Да? Когда я открываю магазин и ставлю туда кассовый аппарат, то деньги, человек приходит и прикладывает свою карточку. Да? Когда он прикладывает свою карточку, с его счета списываются деньги, и они переводятся на мой счет. Да? Вот эта вот операция проходит в рамках торгового эквайринга. Эквайринг – это вот когда банк от моего имени с его карточки, с его счета снимает деньги для моего счета. За эту услугу банк получает какое-то вознаграждение, какой-то процент. Это в разных банках по-разному. 1,5%, 2%, 3%. Да? И вот этот процент, который получает банк, в принципе, делится вот этой частью прибыли. Да? Он удержал у меня, как у продавца, деньги, а у покупателя на карточку часть денег, которую у меня удержал, ему как подарок вернул. Это расценивается как подарок. Да? И, в принципе, этим пользоваться можно. Но сейчас я объясню, чтобы это было полное понимание. Некоторые говорят, это же как бы ты эти деньги получаешь за то, что ты деньги держишь на карточке. Это как риба получается. Ты же банку в долг дал, и за то, что ты держишь, ты получаешь этот бонус. По факту ты получаешь бонус не за то, что ты держишь, а за то, что ты тратишь. Ты можешь деньги только в банкомат засунуть, пойти тут же купить, и тебе этот бонус начислится. Или у тебя на карточке могут лежать эти деньги месяц, и ты пойдешь бонус, купишь, они у тебя начислятся тот же самый бонус. Это как бы базовый вид бонуса, да? И он, иншаллах, с точки зрения шариата, вот этот бонус, он дозволен. То есть это часть прибыли, которую банк с тобой делится, чтобы ты осуществлял это операции через безналичным путем. Теперь есть такое понятие, как повышенный бонус. Вот на это надо обращать внимание. К сожалению, в некоторых фетвах на это не обратили внимания, да, при изучении. Есть повышенный бонус. Например, некоторые банки говорят, держи остаток средств не меньше
там, это было раньше в точке, если ты держишь остаток средств не меньше 50 тысяч рублей, то тебе начисляется повышенный бонус. Или в Сбербанке тоже, ты на остаток на счете не менее 100 тысяч рублей, тебе начисляется повышенный бонус. Да? Вот этот повышенный бонус, там не 1% становится, а 1,5% или 2%. Вот еще 1%, откуда он приходит, да, тоже? Он может приходить тоже с этого же самого эквайринга, но почему тебе его дают? Это не просто стал подарок. Это не подарок за то, что ты тратишь карточкой стал, а это подарок за то, что ты банку эти 50 тысяч рублей на счете месяц держишь, или ежемесячный остаток ты поддерживаешь не менее 50 тысяч рублей. А деньги, которые ты положил в банк на дебетовый счет, это как долг банку, потому что ты в любой момент можешь эти деньги забрать. С точки зрения шариата, это как долг банку. Хотя его очень часто называют как вадиа, да? Вадиа – это доверительный аманат, который дается, да, там, доверительное хранение вещь. По факту это не доверительное хранение, да, банку, потому что банк, если ты положил эти деньги на свой карточный счет дебетовый, он обязан тебе эти деньги вернуть. Поэтому здесь ни о каком доверительном управлении говорить, об доверительном хранении говорить не приходится. Это долг банку. С условием, что банк тебе в любой момент, когда ты запросишь, обратно вернет. То есть приходишь с банкомата, забираешь эти деньги, приходишь на кассу, говоришь, отдайте мне деньги, он тебе дает. И вот когда тебе дают дополнительный бонус за то, что ты какие-то деньги держишь уже на карте, да, то вот эта часть бонуса, она запрещена. Именно эта часть бонуса запрещена. Не базовый там какой-то 1% есть, а именно эта часть. Почему? Потому что есть правило, которое гласит «Куллю кардин или куллю дейнин джарра наф'ан фахуа риба». Любой долг, который приносит пользу дающему долг, имеется в виду, то это является риба. То есть, если я даю человеку в долг, и он после этого каждый день мне начинает заносить подарки, или он начинает подвозить моих детей, да? Или он моет мою машину, или еще что-то делает. То есть любую пользу, которую я извлекаю по причине того, что я дал кому-то в долг, то это расценивается как ростовщичество. Поэтому Сальман Фариси, радийаллаху анху, когда он жил в Медине, и когда один из жителей, один из подвижников, который ездил в Ирак, вернулся с Ирака, он его пригласил, сказал: приходи, я тебе угощу. Ну, сделал угощение. И после того, как угостил, он ему сделал наставление и сказал: воистину ты живешь в местности, где распространено ростовщичество. Да, риба распространен. И если ты кому-либо дал деньги в долг, и он тебе подарил сноп сена, да, или подарил тебе какой-то подарок, то не бери, это риба. То не бери, это риба. Потому что он тебе сделал этот подарок. То есть любая польза, материальная польза, которая извлекается, да, которая получается по причине того, что я дал в долг, это любая польза, она будет являться риба. Это может быть в денежной форме. Я дал 100 тысяч, он мне отдает 100 тысяч и 1000 рублей еще, да? Это может быть 100 тысяч подарок. Это может быть, он мне подвозит моих детей, я говорю, потому что подвозить это тоже денег стоит, да, если такси. Это может быть, он мне машину моет, он мне оказывает какую-то услугу. Если это было обусловлено долгом, или если это подразумевалось, или если это обычаи этой местности, да, в этом случае это все запрещено, это приравнивается к ростовщичеству, и это нельзя брать. Если же человек после того, как вернул долг, тебе принес подарок, то это другой вопрос. Это уже, если это не было обусловлено, да, то в этом случае это не возбраняется, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: наиболее лучшие из вас те, которые лучшим образом возвращают долги. И когда он брал верблюдицу 2-летнюю или 3-летнюю, он возвращал 4-летнюю, лучше, да? И он сказал: лучшие из вас те, кто возвращает лучшим образом свои долги.
при возврате без никаких условий сделать больше, отдать больше, там, сделать какой-то подарок, это не запрещено с точки зрения шариата. Но если это условие изначально стояло, когда человек брал в долг, сказал, за мной не заржавеет, я не забуду, не беспокойся, отблагодарю, все, после этого, если после этих слов ты что-то получаешь еще сверху, то это будет риба. Теперь возникает вопрос, вот эти вот подарки, которые были, да, подарки, если я с другом моим, да, Рамилем, мы вместе давно уже как бы дружим, друг другу всегда делаем подарки, там, время от времени делаем подарки, и я ему дал в долг, и он мне делает подарок. Можно мне брать или нельзя? Если это между нами было как обычай, это как бы привычка, естественно, это не из-за долга появилось, то это нельзя. А если сосед, с которым вообще у нас отношения были плохие, да, он пришел ко мне, попросил долг, и после этого начал мне подарки делать, еще что-то делать, да, ну, это понятно, что это по причине долга он мне начал делать. Поэтому такого рода как бы подарки, они будут неправильными, это будет риба с точки зрения шариата, это запрещено. И вот здесь вот, возвращаясь к кэшбэку, кэшбэки, та же самая ситуация. Да? Банк, когда говорит, оставляй мне какую-то сумму, не снижаемую, как остаток, я тебе буду больше возвращать за покупки, то вот эта польза, которую ты ее извлекаешь по причине того, что ты в данной ситуации дал в долг банку. Поэтому такого рода кэшбэк, вот эта именно повышенная часть, она с точки зрения шариата запрещена. У друга подарки можно брать, если он не из-за того, что это. Да, вы говорили, что нельзя. Нельзя, сказал, я говорил, извините. Вот вчера много по маркетплейсам вопросы были, да, кто-то из братьев скидывал не в Телеграме, а в другом месте, поэтому сейчас мне надо найти этот вопрос. Так. Вот сейчас я озвучу это. Если маркетплейсы доставляют товар без оплаты сразу и с правом возврата, в этом случае обычно заказываешь больше, чем надо, с разным размерным рядом, чтобы выбрать подходящий и не нужно вернуть. Смотрите, вчера, когда мы говорили, что договор купли-продажи, он окончательный и не подлежит расторжению, это мы говорили про обычные условия. Бывает такое понятие в шариате, да, как хияр аш-шарт, условия, которые я ставлю, условия возврата. Я говорю, когда покупаю какой-либо товар, у человека, я говорю, давай по рукам, хорошо, давай так, дай мне 3 дня на обдумывание. Я у тебя все купил товар, но 3 дня на обдумывание, что в течение 3 дней я расторгаю. Если мне, не подойдет или еще что-то, размер, ты же мне отправляешь издалека, размер не подойдет. То есть я условия возврата прописываю по причине того, чтобы я отказался сам. Если изначально это условие ставится, то такой договор, он в подвешенном состоянии, да, он до конца не реализованный получается. И в этот момент, если я поставил условие, что я могу вернуть товар в течение 3 дней, если он не по размеру не подойдет, еще что-то, если я это условие поставил, то с точки зрения шариата вернуть товар я могу. Но если я делаю действия, которые противоречат этому возврату, например, я сказал, я в течение 3 дней буду думать, а потом тут же взял, продал, то все, я это условие аннулировал этим действием. Даже если мне потом этот товар вернут, откажутся от него, да, я его продал, но человек нашел какой-то недостаток, да, который произошел у меня мне вернул этот товар, я говорю, у меня же 3 дня есть, нет. Извини, дорогой, 3 дня твои, когда ты отчуждал это имущество, ты это условие аннулировал. Да? И вот в маркетплейсах я не отвечаю сейчас по данной ситуации, но если это заранее известно, что люди приобретают несколько разных размеров для того, чтобы примерить, и если не подойдет, вернуть, да, и заказ таким образом оформляется, да, то с первой точки зрения, что это не запрещено. Это как будто это условие здесь действует, если это есть. Если же этого условия нет, надо смотреть. Не могу сказать однозначно. Но
покупки, электронные покупки, они такого рода. Если есть возможность прописать условие, что если не подойдет, ты возвращаешь, то получается, то ты это условие для себя прописал. И у тебя всегда вернуть возможность остается. Там сама оплата происходит постфактум. То есть ты выбрал именно то, что надо, и оплачиваешь то, что ты взял. Нет, оплата, она, смотрите, когда я вчера сказал, сделка осуществляется, когда мы ударили по рукам. Вот я пришел, мне машина понравилась, продаешь, брат? Продаю. Все. Сколько? 3 миллиона. Все? Продал? Да, продал. И по рукам ударили. Все, сделка совершилась. Пока мы не разошлись, мы еще можем расторгнуть, но мы как бы разошлись, все, сделка совершилась. Сделка все совершилась. На мне обязательство 3 миллионов, на тебе передать мне автомобиль. Все, вот как бы уже появились обязательства. Но мы сейчас уже в торговлю уходим немножко, да, там сделки, да. Но если пока ты мне автомобиль не передал, на него дерево упало. На чью машину дерево упало? По идее, на мою машину дерево упало, потому что я его купил. Но оно еще в твоей ответственности. Пока ты мне его или не передал, или не предоставил беспрепятственный доступ, оно находится в твоей ответственности, поэтому я говорю, Талиб, извини, я же не... Да, ключи передал, сказал, все, забирай, вон она, твоя машина. Все, это уже дерево на мою машину упало. Там уже я это... И деньги я должен уже, в любом случае, я не могу сказать, дерево уже упало на него. Нет, извини, деньги мне отдай, а потом ремонтирую уже за другие деньги. Это уже как бы третий вопрос, который... Так есть понятие передачи, да, ответственность. Ответственность когда переходит? Когда происходит передача. Да? Передача, она есть физическая, вот, держи, а есть условная передача. Да? И это у ханафитских ученых есть, и это приняли все остальные ученые, вот эту условную, обусловленную передачу, не обусловленную, а условную передачу. Да? Я говорю, вот, Рамиль, телефон твой, забирай. Ты можешь сидеть час и не забирать его. Все, это уже не мой телефон, не моя ответственность. Я тебе предоставил беспрепятственный доступ, ты должен забрать. Да, если вот этот вот момент остается, что тот период, который я должен пойти и забрать, это будет уже спорная ситуация, как бы это, наверное, будет решать судья, не я здесь. Еще 3 вопроса осталось. Вопрос по поводу аренды, да? Обычно в таких, не мусульмане, там, допустим, за просрочку платежа какой-то процент, да, берут. Как вот поставить в рамки арендодателя, чтобы он вовремя оплачивал, но не сам процент? Первый, второй раз скажу, допустим, сдаешь в аренду зону, да, там подписал договор на 3 года. Все, алкоголь могут. Я помню этот вопрос. Хорошо. Смотрите. Любые деньги, которые получаются за просрочку, сверху штрафы, да, они с точки зрения шариата являются риба. И вот сколько бы я ни обсуждал это с правоведами, с учеными, получающими знания, да, сколько бы ни с авторитетными не пытался разные точки зрения привести, те, кто живет в действительности исламской, они говорят, как может за просрочку увеличить деньги? Да? Как могут? Я говорю, это носит сегодня, скажем, в нашем обществе носит воспитательный и сдерживающий характер. Не характер того, что я буду обогащаться, но установление шариата я менять не могу. Если есть просрочка, ставить за нее штраф и забирать ее, это будет риба в любом случае. Как в таких случаях обходиться, да, если особенно это аренда? Да? Можно прописывать в договоре аренды, что если, во-первых, можно в первую очередь составить, что человек будет оплачивать за месяц вперед. Все. Вот месяц, последние 5 дней текущего месяца должен производить оплату за последующий месяц и прописать это в договоре. Это одно из условий. Вообще без проблем. Если он недобропорядочный, и прописать, что в случае
просрочки, или там в случае нарушения данного условия 2 раза подряд, или там в 2 раза в течение всего договора аренды, арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды и приостановить доступ там, к арендуемому помещению. Пришел ключи, личинка. Вся проблема в том, что его товар там находится, да, и мы в рамках этого законодательства находимся, которое, ну, оно будет не на нашей стороне. Он подаст на нас иск и скажет, что мы его товар удерживаем без... Ну, мы встречные. Эта проблема начнется, ладно. Поэтому прописать такими. А если он недобросовестный, ну, вот, если недобросовестный, уже как-то это... Потихонечку выдавливаете его оттуда. Электричество где-то отключаете. Машину ставить, чтобы он не мог заехать. Что сделать, если недобросовестно? Не знаю, Аллаху. А по поводу того, что если будет алкоголь и все остальное, ну, надо все искать пути для того, чтобы расторгнуть такой договор. Потому что это, ну, если в твоем магазине, в твоем помещении уже продается алкоголь, ты можешь попасть под проклятие Всевышнего, да, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминает 10 категорий, которые связаны с алкоголем, со спиртным, которые попадают под проклятие. Поэтому это... Как вариант, можно же поднять оплату аренды на такие условия, что ему невыгодно будет, он сам... Нет, если он заключил уже договор на 3 года, вопрос в этом. Это marketplace, там ты не ты прописываешь, они тебе прописывают, к сожалению. Уже снулся, они же по факту игру меняют. Я поэтому говорю, надо всячески там делать так, чтобы расторгнуть этот договор. Если вопросов... Но в итоге, если вот это штрафопение начислять, ну, допустим, здесь крупные компании, они там, допустим, как вы говорите, торговлей занимаются, и одна сторона начинает злоупотреблять своим положением, так сказать, она там год-два не платит. А в договоре, ну, в нашей российской практике это и есть договор, и одни люди говорят, мы говорим, в любом случае взыскиваем этот штрафопение и отправляем его на водопровод. Я понимаю, но это вот, если человек, вот я, например, по суду проиграл, я обязуюсь заплатить, ну да, если до исполнительного производства зайдет, и у меня на счетах деньги есть, это может дойти до того, что будет блокировать. А если я говорю, что я плачу, ну эти пени, штрафы я буду платить также в течение 5 лет. Есть такой момент. Ну это с юрлицами, может быть, как бы проходит, да, ну как бы это, не знаю, не могу взять ответственность на себя. Смотрите, маркетплейсы продают в рассрочку. Очень часто вопросы их тоже задают. Там, ну, там есть купить в рассрочку. Когда купить в рассрочку, marketplace, он покупает у тебя этот товар и продает этому человеку в рассрочку. Происходит это так. Ты в этом процессе не участвуешь. Ты продал товар marketplace продал товар этому. Как бы. Поэтому вот с того, что я увидел из таких условий, то, что он там начисляет или что-то делает, это тебя уже не касается, у тебя товар купили. А то, что его продали потом по какому-то неправильному договору, это как бы уже в рамках их ответственности. Поэтому ну, на маркетплейсе, если маркетплейс что-то кому-то в рассрочку продал, это, там твое участие, твои, иншаллах, как бы, вины никакой не будет. Я правильно понимаю, если, например, у меня в магазине кто-то приходит расплачиваться кредитной картой, я же могу контролировать? Нет, то, что мы не можем контролировать, то, что мы не знаем, нет. Здесь мы не это. Здесь это, Аллах не возложил на нас, чтобы мы докапывались. Если так пойдет, то мы должны пойти в пятерочку и спросить, этот хлеб, который вы привезли, вы за него платите кредитными деньгами или собственными деньгами? Понимаете? Как бы это на нас не возложено. Если мы это прекратим немножко чуть пораньше сегодня, чтобы вас отпустить. Субханакаллаху ва бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.